Вот без штатива видно, да, какой я карлик. Я не могу нормально лежать, чтобы мы оба нормально в кадре были. Карлик? Хоббит. Ты еще высокая. Ой, Есть я же вот еще. такие, вообще вот такие. Так, а сейчас мы куда идем? Сейчас идем в новый музей город, истории города Якутска. Он когда открылся? Не, он, год, два максимум. Это здесь, да, по-моему? Да, вот можешь взять. Это новодельный домик. Раньше такой же стоял, но тут, считаю, старый дом снесли и построили новый по старым чертежам. Ой, как неудобно ходить без штатива. Музей истории города Якутска. 10 фактов о Якутске. А Прикольно. так вообще русские землепроходцы почему так быстро строили крепости? Потому что они в верховьях сначала рубили деревья, делали как бы острог, потом его разбирали на плоты, на этих плотах сплавлялись и на новом Здесь месте собирали. за несколько дней собирали крепость. Что за колокол? Так. Настоящий? Настоящий, наверное, да? Не, ну это новодельный. Ага. Видимо, музею подарили. Со святыми. Они вот эти находки, по-моему, были найдены на месте, вот, где сделали сквер учителя Кулаковского. Мы, кстати, там снимали, ссылку оставлю. Угу. Вот стекло или слюда, это слюда. Вот и слюды делали окошки. И слюду добывали в Якутии, и в Москве называли ее якутское стекло. Вот так вот, месторождение слюды. Якутское. Даже в Москву возили делать стекла. Идет экспозиция. Это вот их, как его? Павка. Тонет. Венский столик, диван. Народный музей Якутии. Прикольно. Зеркало какое красивое. Это все 19 век. Так, ну это для лошадей, да. Это стремена. Тоже якутские мастера делали. А из чего они? Медь, бронза. Желтая бронза, медь красная. Вот печати. Это олисовые. Ай, из-за лампы плохо видно. Да. Это у нас что? Это личные печати. Там письма, например, заверить, там какие-то документы. Да, как у японцев сейчас такое же практикуется. Угу. И у корейцев, по-моему. С вензелями, с инициалами. Личные печати. Я тоже хочу личную печать. Сделай, закажи себе. Все это откуда? Это люди приносили в дар? Либо это из музейных архивов? Краеведческий поделился. Что это? Нет, это часть из их собрания, часть людей, которые предоставляют свои предметы для выставок. И часть из Краеведческого музея, как межмузейный обмен. То есть здесь экспозиция будет обновляться, получается, да? Да, она регулярно обновляется. Коллекционеры здесь выставляются. А это строганина, любимая Никифора Кимовича. Вот тоже, смотри, пластиковый стакан кофейный и туесок с брусникой. Это получается изнутри юрты, через дымоход падает солнечный луч на убранство юрты. Кстати, у многих восточных народов вот этот дымоход, он является священным, и даже он есть на флаге Киргизии. Тюнюк называется, по-моему. Как по-киргизски, что-то вот такое похоже. Тюнюк, это у якутов окно. А это, оказывается, вот этот был дымоход, через который падал свет. И это перешло на вот это окно со стеклом. Тюнюк также называется. Рождение дума. Это что такое? Это кожемялка. Вот кусок кожи кладут и вот так мнут вручную. Чтобы она мягкая была. Потому что кожа дубеет же. Она вот такая вот твердая.
Чтобы ее размять, вот такой кожемялкой делали. Это получается челюсть лошади, видимо, и палка Подними еще сверху. раз.